Друзья, всем привет! Вы смотрите «Най-задай» подкаст. Как и каждый понедельник, мы собираемся для вас, чтобы обсудить самые интересные новости прошедших дней. И сегодня у нас в гостях наш такой немножко укороченный составчик. Сула, наш боец KZ. Бонжорно. Дидар Сарбас подкаст. Ассаламу алейкум. Меня зовут Михаил. Вестник ММА. Вестник ММА. И мы начинаем. У нас было много турниров на этих выходных, плюс уже совсем скоро будет следующий турнир Найза, плюс совсем скоро будет UFC в Азербайджане, плюс уже буквально через пару дней будет турнир, где выступит Фаниль Рафиков, подерется с Марифом Пираевым. Кроме того, сорвался турнир All Star Boxing, где должен был подраться любимый боец Сулы, нашего бойца KZ. Обо всем этом сегодня поговорим. Сула, первая тема у нас какая? UFC. Давайте. UFC. По традиции. По традиции берем UFC. Действительно, хороший был турнир, крепкий. Были и нокауты, и сабмишины. И было 2 титульных боя. Один новый чемпион, чемпионка, лучше даже так сказать, один доминирующий чемпион. Думаю, что, наверное, к чемпионам чуть попозже, под конец, да, уже такая вишенка на торте будет. Какие бои, не знаю, впечатлили, понравились, может быть, какие-то есть имена? Джошуа Ван меня очень сильно впечатлил. Против Бразила он дрался. Это реально новая угроза в 57 килограмм. Очень быстрый, с хорошей защитой от тейкдаунов. Я удивлен, как Бруно Сильва, кажется, его зовут, как он вообще достоял до 3-го раунда. Он все просто в свою будку принимал. И вот я думал, этот бой получит бонус. Но там изобилие бонусов было, и, кажется, их просто упустили. Да, важно, наверное, сказать еще, что Вану 23 года, при этом рекорд у него сейчас 7-1, и это довольно такой, для UFC нонсенс, потому что в таком молодом возрасте иметь такой солидный рекорд в самом сильнейшем промоушене планеты, это действительно круто. То есть до этого подобное было у Мухаммада Макаева, по-моему, у него без поражений был рекорд. У него, по-моему, 7-0 просто в UFC было в 23 года. И Джон Джонса был тоже такой же рекорд, но он тогда от Мэтта Хэмилла проиграл, хотя это поражением сложно назвать, но в целом действительно выдающаяся история, потому что в 23 года, если парень показывает такие результаты, интересно, что он будет там показывать в 26, там, не знаю, 27. Да. Он же крайнюю свою схватку проиграл. Джошуа Ван? Да. Крайне у него сейчас же был бой. Не, вот до этого поединка он проиграл поединок свой. Вот это один, у него оттуда уже и пошло, если не ошибаюсь. Это тот чувак, который дрался с Жако. Жалгасом, да. Вот, должен был драться еще и с Асуэто. Он свой крайний поединок... С Тагиром Уманбеком должен был драться тоже. Он проиграл предпоследний свой бой. Последний он выиграл. Нет, он знаешь кому? Он проиграл... Нет, он точно не предпоследний. Он проиграл второй. Чарльзу Джонсону он проиграл. Чарльзу Джонсону. Это было 5 боев назад. Это очень давно было. Каких 5 боев? Сейчас я скажу тебе точно. Джентльмены. Последний бой он выиграл этого Рэя Цуруя. Это было с Чарльзом Джонсоном, это был, по-моему, второй бой в UFC после Жалгаса. Какой это? Ой, это знаете, какой бой? Так. Второй бой в UFC, говоришь? Это четвертый бой в UFC, он проиграл Чарльзу Джонсону. А сейчас у него в 24-м году. 8-й уже бой он. А сейчас там 8-й бой в UFC? Да, это давно было. Да, я же тебе говорю, в 23 года, представляешь, у него 8 боев в UFC уже. У него в целом 18 боев. Я вообще очень плохо воспринимаю тех бойцов, которые выигрывают наших, если что. Почему? Такая защитная реакция. Потому что нельзя быть на свете красивый такой. Нет, на самом деле, вот говорю, прикольно, что мне вообще нравится, что вот кровь ММА обновляется. То есть много молодых уже парней, много новых имен каких-то, и действительно, там, наоборот, бойцы, которых мы там всегда знали, всегда любили, за которыми всегда следили, они сейчас уходят, на самом деле, на пенсию, если посмотреть, там, действительно, топ, там, 77 килограммов, то есть он практически полностью обновился. Там есть такая сравнительную табличку, я его выкладывал в Вестнике ММА, что, по-моему, за 2021 год, по-моему, или даже 2022 весь, топ-77 обновился. Все на поражениях идут, там, Камару, Гилберт, Томпсон, все Колби, все идут на поражениях, а сейчас прям новых много имен. И вот то же самое, там, Джошуа Ван, классно. Вот, кстати, про 77 килограмм, если говорить, Кевин Холланд хорошо так удосрочил Висенте Люки. Я думал, Висенте сможет что-то противопоставить, но... у него реально душу забрал, чуть раньше у него забрал Джефф Нил. Да. Да, и... Что? Дьявол душу забрал. Дьявол же может душу. Джефф. Нет? Джефф Нил. Не, у него же было там кровоизлияние в мозг, что-то такое, прям, он очень тяжело тогда это пережил. Поражение и физически, и морально, видимо, и он сейчас уже, конечно, вообще не тот. При этом
интересно, что там базовый ударник, хоть он тоже, на самом деле, черный пояс, я потом тоже покопался, смог анаконды задушить. Причем так играючи достаточно все это сделал. Мгм. Черного пояса задушил. А Винсенто Люки в свое время был реально одним из лучших грэпплеров в 77 Дарсом килограмм. или Не, Анакондой? анаконды. Анаконда? Я тоже сначала подумал, что Дарсом, а потом я пересмотрел. Мы, кстати, ты не пошел в субботу, как раз проходили Дарс. Ну, на официальной страничке UFC написано Дарс. Прикинь? Да, и там же вначале они написали, что, ну, чуть тоже уходим, что Мираб задушил север-югом, потом они поменяли север-юг на как раз Запад-восток. ниндзя-чоук. А это что М. был? Север-юг или Ниндзя-чоук. Ниндзя-чоук? Ну, это было какое-то... Это Это, была короче, смесь какая-то Не, вообще север-юга. прием этот называется ниндзя-чоук. Я, кстати, у Руслана специально уточнил, Исраилова. Прием называется ниндзя-чоук, а позиция, с которой он душил, это север-юг. север-юг. Мгм. Поэтому это типа из севера-юга, из позиции север-юг он задушил ниндзя-чоуком. Прикольно. То есть такой модифицированный ниндзя-чоук. Вот. Да, интересно теперь, Кевин Холланд тоже пополнил вот 77, и еще интереснее стал 77, потому что Холланд реально прям такой огромный берет себе объем боев, дерется всегда с сильными парнями, и при этом делает всегда это реально прикольно, разговаривает с ними, там, и бьет их, и душит. Ну, кстати, вызвал Колби и сказал, что это будет для него, типа, легкой прогулкой. Типа, он его пройдет легче, чем Висенто Люки. На самом деле, не особо с ним согласен, потому что, ну, Висенто Люки, конечно, хоть и такой крепкий, но Колби, мне кажется, намного сильнее Висенто. И как бы бывший чемпион этой весовой, Ну, он очень с давно хорошим бывший. кардио. Мы просто, я помню, когда ездили на съемки реалити еще, заезжали за Сулой, и он опаздывал, потому что как раз смотрел бой Колби Коингтона и Хоакина Бакли, помнишь? Я никогда не опаздываю, я задерживаюсь. Но я помню этот момент. Да, и я просто прям так запомнил, что я ждал чего-то интересного от Колби Коингтона, а там его просто Да, просто... разобрали. И я не знаю, мне кажется, Кевин Холланд тоже сейчас способен его разобрать. Ну, Колби, да, наверное, уже постарел, единственное. Вот нету его фишки вот в виде кардио, постоянного давления, и тем более его уже и Камару, так скажем, тоже часть души его отобрал в дулоге этой. И размеры тоже. То есть он на самом деле-то легковес, ну, по там нынешним меркам он легковес, но дерется в 77, а Холланд это как раз-таки средний вес, который дерется в 77. То есть, мне кажется, за счет антропометрии тоже какой-то, он просто намного больше, мощнее. Ну, все-таки хочется увидеть, как Кевин Холланд нокаутирует Колби Ковингтон. Лично мне. Не знаю, мне кажется, короче, не супер конкурентная история с каким-то там Майклом Морайсом, вот это было бы прикольно. Хотя еще рановато, наверное. Он просто сейчас во вторник займет, скорее всего, ну, не скорее всего, с 99% займет место Винсента Люки, он был на 14 строчке. Мгм. Вот, и теперь Залетает тоже в топ. Да, в топ-15. А самый прикол, что он на 15-м Веном Пейдж, которому он проиграл. Ну да. Причем 84 же. Да, но он в 77 стоит. Да-да-да, ну потому что... проиграл 84, Да. по-моему. Угу. Че, у... Сула какие-то Я есть? согласен с вами Не, а какие-то полностью. бои, которые Чёрт, тебе... Ты вообще конченый. смотрел? О чем вы? Ты смотрел вообще турнир этот или в этот раз? не Я смотрел с мейнкарда. Все с окей. мейнкарда посмотрел. Что-то удивило, может быть? какие-то Ну, я интересные? согласен по Холланду. Очень хороший показал поединок. Молодец, Холланд. Кентуется с этим, да, походу. С Трампом. А там все бойцы Там ему после буквально боя все респект реально. выражали, да, перелезали через клетку, жали руку. Даже Шон Умели в конце проиграл, а так руку жмет, типа, блин, сори. Грамотно все. Вот они вот дерутся, да, уже с первым человеком в мире, по большому счету, с Трампом. Вася общаются. А я Назарбаева в свое время видел вживую только один раз, прикинь. И далеко и то. Прям реально далеко. Вот как насколько далека власть от народа в Казахстане и насколько она близка в Штатах. Мне кажется, это, в принципе, сейчас такая современная, ну, современные реалии стран, где, типа, выборы, да, можно так сказать? Демократия. где ты Демократия, имеешь в виду, да? да, демократия, выборный выбор. Да, где демократия, что нужно сейчас политикам быть, типа, ближе, там, к народу, условно, в социальных сетях, выходить, типа, на публику, и Трамп как раз UFC часто использует как вот как раз Ну и, наверное, эту тащится, платформу. давайте так. Смотрит Я, офигенно. кстати, В самой лучшей лиге сидит в Сколько первом ему лет? ряду. Мне кажется, он уже от этого не 70 получает копейками. определенного удовольствия. Мне тоже кажется, я вот просто, знаешь, как, я помню, я когда ездил на турнир,
не помню, сейчас в Саудовскую Аравию или в Абу-Даби, последний UFC, один из последних UFC, на который я ездил, я решил просто посмотреть, я сидел достаточно близко к клетке, и за Даны Вайтом посмотреть, как он вообще, в принципе, смотрит, бои не смотрит. Если честно, он, мне кажется, смотрит бои тогда, когда на него камера включается, он начинает смотреть бои, а так он что-то с кем-то общается, что-то решает свои дела. Мне кажется, что, ну, таким людям уже бои, ну, не как что-то вот такое, типа, вау, он уже все видел вообще, что возможно. Мне кажется, там Дональд Трамп, в принципе, тоже. Может, у него есть какие-то любимчики, тоже Колби любимчик, типа Трампа. Но так, я не уверен, что он прям кайфует от боев. Ну, этого мы не знаем, раз. Ну, вот мое предположение. Кто еще там был в мейн-карде? Мейнкарт из интересного, я не знаю, тоже Кайл Харрисон можем обсудить. Ну, Кайла Харрисон однозначно сейчас становится одной из главных лиц женского ММА, но я было, когда взвешивание, заходил на Евразия UFC, UFC Евразия. да, UFC Евразия, где в комментариях, пожалуйста, там, не делайте ее новым лицом женского ММА, типа она там, ну, по каким-то внешним данным ее судят, но она вышла и реально там просто Джулиану Пенни уничтожила. Тут Кимура еще за последние 10 секунд. Там, кстати, была ошибка в бою, когда делал апкики Пенни, то их после этого подняли в стойку, хотя апкики делал Пенни, а сверху была как раз Кайла. Харрисон, да, и что-то, ну, чуть странно, вот опять говоря про какие-то судейские странные истории. Ну, кстати, это первый раз, когда вот на моей памяти, что после первого действия сразу лишили балла. Вот прям А сейчас она так... несколько раз ей засадила, Она и 2 плюс раза ее ударила. качнуло. Да, она 2 раза ударила. Возможно, рефери посчитал, что это было как бы преднамеренно, да? Ну, это было точно намеренно, наверное. Да, совершенно правильное решение. Как это? Эрцик, да? Да. Стив Эрцик, да, решал момент. Но еще самое Подожди, главное... Стив Эрцик, это разве не боец? Нет, какого? Стив Эрцик это боец реально, Ну да. это который А дрался что ты за да пояс. говоришь? А я вообще смотрел, что еще интересно обсудить. Стив Эрцик, это который дрался, Мне кажется, должен как был этого- драться с этого зовут, Асулубаевым. чувака-то. Ну, короче, неважно. Не Стив Эрцик. Самый прикол то, что Харрисон будет теперь, даст бог, биться с Амандой Нунес. с Амандой Нунес. А Аманда Нунес одна из 4 вообще человек, которая в свое время одновременно владела поясами в 2 весовых категориях. То есть и это прям круто, но там действительно там комментаторы говорили. А, кстати, я что хотел сказать еще по UFC, по трансляции. Я офигел, в каком офигенном качестве показывал Кинопоиск. Не смотрел там. Я просто тупо думал, зайду, посмотрю, что там в Кинопоиске, норм или нет. Потому что, друзья, у кого подписка есть, вот это Яндекс, она автоматически дает тебе... Сколько она стоит? 1200 или 1400? Да, около 1000 тенге. Ну, тебе за это дается, короче, бонусы прилетают за такси. Ты можешь накопить и бесплатно поехать. У тебя Яндекс Музыка. У тебя новый спонсор? То есть вот это все. И еще у тебя Кинопоиск. И там ты можешь смотреть халявный UFC. Я зашел туда, я сравнил с Fight Pass, как было качество. То есть там и в Кинопоиске. В Кинопоиске было идеальное качество. В Fight Pass были грамотные комментаторы, лучше, чем на А на Кинопоиске. Кинопоиске кто был комментатор? По-моему, это сетантовские. А, Потому что значок сетанты висел. Но качество картинки просто 60 кадров в секунду, ну, 60 FPS шло. Не как, допустим, у меня на компе. У меня на компе там 24 или 25 стандартно. Я прям был впечатлен. Супер. Так что, ребята, имейте в виду. Я просто делал, короче, выпуск, меня спрашивают, что не делаешь, что не делаешь. Я говорю, все хорош, короче. Я видел твое обращение к То фанату. есть да, уже я хватит. тоже видел. Печально. Ну, по крайней мере, этот бой Кайла Харрисон против Аманды Нунес Это как будет бы супер. привлечет, мне кажется, ну, достаточно зрителей тех, кто, возможно, Мне кажется, не что любит. нет. Ты В будешь принципе, смотреть его? Нет, он не будет. Ну, не, я знаешь как? Я буду. Я мне буду, кажется, если это будет, наверное, там какой-нибудь Львица главный возвращается. бой турнира, на котором не будет там ничего мне интересного, то я, конечно, не буду смотреть. Мне, если честно, вообще... Я просто результат посмотрю. Мне, в принципе, не могу сказать, что... Не, мне кажется, Майкл, ты будешь смотреть, его сделать так, чтобы ты его Не. посмотрел. В принципе... Это, мне кажется, это будет суперский бой, потому что Да. Аманда Нунес... Аманде на Нунес мой 37 взгляд, лет. Это олицетворение женского ММА. Была когда-то, ей 37 лет Ну, хочется сегодня. Ну, у посмотреть, нее хорошее насколько наследие. она. Вот, допустим, я из любопытства посмотрю, как этот бой пройдет. Конечно, она офигеть. Я Я говорю, могу уже она сразу одна из 4 людей, которая держала Разнесут одновременно её. пояс.
Женские дивизионы это реально другое чуть. Это, ну, вот сравнивать, это не Ну, совсем правильно с я в какой-то мужскими. степени с тобой Конкуренция совсем согласен, другая. Майкл. Но вот времени, вот, допустим, 3 года, когда 3 года да, назад Аманда Нунес была? Аманда Нунес, да, Сайборг. Не, Ёпта, ну Сайберг это было не 3 года, это было лет 6 назад. мне тогда кажется. лет 6 назад, да? Она же победила все-таки Нунес в конце. Мгм. Да. Ну, я скажу так, то, что они вообще были, ну, прям очень было страшно с ними вообще. Вот я просто представляю, они просто монстры были. Нереальные монстры. Прям, это был действительно очень интересный ММА они показывали. Так, кстати, народ, у меня вот все, или похеру, не будем говорить. Я не будем знаю, ты сам решай, это же тебя говорить. касается. Уже усталый, короче, мне писать, мне в каждое место пишут, что ты закинул, короче. Снюс. Я зубы лечу. Все, я сказал. Да. Короче, Нунес уже старая, к сожалению, для боев. Именно для боев. И мотивации у нее то нету. А Кайла Харрисон какая супер локомотив сейчас, супер накачанная, обкачанная, реально доминирующая, нереально какой-то физической мощью обладающая. Так что, мне кажется, вообще неконкурентная будет Но история. Надо будем посмотреть. честны, ударка Это у второй бой же нее только был, да? Это был вообще- только второй бой Харрисон. Нет, третий. Или по-моему. третий бой. третий, кажется, да. Тем более у нее есть поражение уже, она не Надо, такая... надо посмотреть. Я бы не был бы таким прямо самым. Ударки у нее как таковой прям Надо вау глянуть нету. еще, я с тобой согласен, Аманда да. Нунес в этом аспекте намного... Она как бы- мощная. Ну, Да, это ты да, смотришь да. на Аманду Нунес, реально какой-нибудь там 6-летней давности. Ну, Может пока быть, мы но не тем не знаем, менее. какая она сейчас, Майкл. Мы пока не знаем. А вдруг она... То, что на пене как бы Кто его встряла, знает? это много А говорит. вдруг? Она точно уже не пиковая и Ну, не праймовая. да, да. Надо глянуть в любом случае. По второму поединку, если, допустим, она вдруг захочет остаться, мы уже можем сказать, что ну что-то это уже не то, что было. А сейчас ну, как минимум интересно узнать, а что она там с ней, что там. как Мне все говорится. равно, для меня как-то вот женское ММА закончилось все равно на Ронде Ронде Роузи, Роузи? потому что у нее был какой-то интересный хотя бы трэш-ток, прикольное Нет, поведение, нет, там у нее нет, была нет. какая-то там серия Аманда нереальная. Нунес тоже же она там Она таким такила была. жестко. Женским Конором Макгрегором прикольно было, Why интересно. always Ronda Rousey? Why always? Помните, когда она выигрывает, и все говорят, Ронда. Why always Что она всех Ронда сносила Роузи? армбарами, Она еще там, с своим бразильским, короче, акцентом. Это было прикольно. руки рвала, реально прикольная была. А сейчас, говорю, вот у меня, ну, мне кажется, таких нет уже, там, условно, Ну, обаятельных девушек-бойцов. Там, не считая Валентины, но... Я с тобой согласен, но просто в целом женское ММА, оно стало, так скажем, на уровень, на ступень выше. И тогда у Ронды Роузи она могла так всех разносить, да, направо-налево. Но когда появилась Холли Холм, которая примерно уже понимала, как нужно работать против Ронды, она ее Жестко нокаутировала. шатанула. Я бы вот тоже не Ёпты, сказал, бы, что она гадыть. понимала, как работать с Рондой. Жестко. Ронда, по Это сути... Киллклифф, да? Вот они жестко и поставили. Вообще Нет, грамотно. Как Ронда нет? Роузи не Скиллклифф, она Нет, из нет, Джексон я Не-не-не. говорю Холли Холм. Холли Холм из Джексон Винг. Или Джексон Вик. Да, ты с прав, Джон Джонсом Майк. тренировался. Да. С Арманом Спановым, кстати, еще. Вот, а я вот просто о чем думаю, что тогда мы смотрели, и там были женщины довольно однобокие. То есть либо ты типа хороший ударница, либо ты хороший борец. И сегодня тоже. То есть, говорю, универсальных женщин-бойцов, по сути-то и нету особо. Только Валентина Шевченко. Ну, Валентина наверное. тоже, она все-таки больше ударница. Больше ударник, но Да. Она просто уникальная, условно, потому что это Валентина Шевченко. Но говорю именно, что мне не кажется, что женское ММА спрогрессировало, а мужской ММА мы сейчас смотрим, там сейчас 23-летние парни, типа, все уже умеют. не, я уверен, что Мне спрогрессировало кажется, что женское женское ММА. ММА не спрогрессировало. А кто все умеет? Ну, Вот? Вейли Жан, тоже Нама Юнос. Вот если взять, вот, допустим, Да это ты тоже говоришь всех тех, кто и тогда и выступал. И на Маюнцева, и Лежанка. ну, это не их же молодые. уровень вырос. Не Это знаю. просто мы сейчас не видим, допустим, ты не смотришь женские ММА, и я не смотрю женские ММА, чтобы говорить, Я что... UFC-то я смотрю. Мне Не, ну, нравится. тем не менее, о том, что говорит, что молодая кровь сейчас там супер круто выступает, но, по крайней мере, мы можем точно утверждать, что тогдашняя Ронда Роузи, у нее соперники были, ну, кроме Миши Тейт, наверное, И Казингана, не, у него были хорошие. Тогда это были типа топовые девочки. Просто девочки, в принципе, у них, ну, реально, это чуть не женское, что ли, дело. Как бы я за равноправие, все дела, но просто это как, ну, не знаю. Вот по спаррингуйте когда-нибудь, крамольную вещь скажу, ну, реально, по спаррингуй когда-нибудь там по борьбе, вот ты же занимаешься, или по боксу с девушкой, даже там с мастером спорта. Ты удивишься, насколько ты выше будешь уровнем, при том, что у тебя нет Причем никакого тут уровня. это, Майкл? Да к тому, что, типа, Причем у тут них мы мышцы не другие. мы не смотрим, понимаешь, тогда Не. любой возьми тогда спорт, ну и Да, теннис да, тогда я не и говорю. смотри. Я не А почему смотрю. его смотрят? Я не смотрю. Но видишь, а ты не смотришь.
Их толпа есть, кто смотрит. Мне нравятся женские. Ну, и Это за счет, совершенно другая тема, братан. короче, Не надо, ММА... допустим, ты вот берешь, вот если они вот против мужиков ничто, Не значит, что. они Я говорю про то, что между они не могут собой, показать такую значит, они скорость. между собой, они вообще ни Я о хочу чем. посмотреть на красоту ММА. Не, Вот в красота женских ММА боях я есть этого не вижу. женского ММА красота, братан. Есть Я не и вижу этого. мужского. А Знаешь, видишь, в Тимура чем от Хайла прикол? Харриса Знаешь, не в чем понравилось? прикол? Максимально, я тебе сейчас скажу, что ты ошибаешься на этот счет. Да, есть разница, базару нет. Но, знаешь, вот все-таки UFC платит большие гонорары. А они не платят за просто так, за то, что ты женщина. Они платят по факту. У тебя есть, оказывается, вот так, тебя, оказывается, смотрят, за тебя болеют, на тебя делают ставки, на твои трансляции покупают. Вот, братан. Ну, опять Это же, женский гонорар в UFC меньше, Пусть, чем да, мужские. никто не говорит то, что они лучше. Никто не говорит, братан. Но то, что они получают серьезные деньги, это говорит о том, братан, то, что да, тебе не нравится, но есть люди, толпа Ну, людей, Я не кому думаю, нравится. что у них гонорары Меньше, меньше. меньше. У них да. чуть-чуть не поменьше. думаю. Меньше. У Уже них в 100 раз, меньше, да. у них Они не же 100 раз, они, не 100 раз. они Давай вот pay-per-view так, там не братан. собирают. То есть Что это же значит тоже смотрят 100 раз, процент. братан? Сколько Ну, там? в разы, у них миллионов нету долларов. Но близко к миллиону, давайте так. Там Если вот так взять вот некоторых бойцов, и тоже нету там рядом даже к миллиону. Если так взять, вот, допустим, они девчонки выступают, они могут получить бабки в 5-6 раз больше, чем другие, кто в этом же карде выступают, пацаны, если на то Такое пошло. тоже может быть. Не то, что Элементарно это Карл реально Харрисон, так да, и по-любому. есть. Но реально там по количеству денег, конечно же, они получают меньше, но они получают серьезные бабки. Прям серьезные бабки. Что говорить? А это означает об интересе. Американцы просто так за красивые глазки, за жопки, за попки платить деньги не будут. да нет, как раз Они платят будут за это. платить. Называется Да, сервис OnlyFans. Да, пускай. Но они платят, вот, стань таким фансом, как говорится. Давай, тогда тебе заплатят. А если нет, извини, пожалуйста, ничего не работает. Это же Майкл. Короче, если бой Харрис и Нунес не будет соглавным боем какого-то реально хорошего турнира, то нет, я смотреть не буду его в прямом эфире 100%. Да, если я думаю, то, что они сделают так, Майкл, что ты будешь его смотреть. Они Да, его они по-любому это сделают сделают на дорогим. мирном турнире. Они его однозначно. Нет, сделают конечно, если дорогим. чемпионский бой. Конечно, Хотя были его- исключения, но в целом они очень редкие. я в том плане, его включат в какой-нибудь звездный карт, это однозначно. Я согласен. уверен. Давайте Дворишвили умыли. Да, еще я хотел Уже что сколько сказать. можно Мне уже? интересна еще тема. Патчи Микс, я забыл. Вот. дебютировал. Блин, Патчи Микс, все ММА-сообщество так ждало громкое подписание и так далее, его 10-й номер У него просто последняя же была схватка с Каратом Ахметовым, может, ты видел? по грэплингу. И где Карат Ахметов уступил Патчи Миксу по очкам. По грэплингу? Да. у него Они в Это рамках было в Bellator Абу-Даби. боролись. Я был там Где? вживую. В Абу-Даби это был турнир. Не в рамках Или в Дубае, или в его с Абу-Даби. ним, да? Да. Подсудили наверняка там его. Поэтому... Не знаю. Карат проиграл, да? Да. Да. Подсудили 100 пудов. Подсудили. Вот. И вот тебе, пожалуйста, расплата. Пришла к тебе на UFC. Надо было быть честным. Честно, тогда, я вот может быть, посмотрел на выиграл. Патчи Микса, я его до этого, честно, бои я его не видел, не знаю, как он выигрывал, но в дебюте в своем Размотали UFC его. какой-то деревянный, без какой-то скорости, вот эта его стойка, ничего не успевает за... У него, я его бои до Один же этого еще дал, смотрел. извини, один же дал победу ему же Не, из судей. не победу, один раунд ему дали. Один раунд, да. Победу Это, наверное, ему только никто не второй дал. могли ему Это ему отдать. дал Сол де Амат один раунд. Мгм. А, У него денег хватили только... Короче, у Патчи Микса лютая борьба, грэпплинг лютый. А. Он всех борол, забирал спины, очень хорошо контролил ударников. Но он, как он сейчас уже говорит, у него недавно вышло заявление, он говорит, я за 3 недели принял этот бой, был вообще там в худшей своей форме в жизни. Вот, поэтому, Ну, типа, как так плохо всегда. выступил, дайте мне полный лагерь, я, типа, покажу крутую Как всегда. историю. это. Но в Записки целом от папы и от Он мамы, реально, то есть же, освобождение от в Беллаторе он был физкультуры. доминирующим чемпионом. Мгм. Магомедова 2 раза 2 раза, да, PFL, видел. Серджио да, Петтиса выигрывал, побеждал. Сергей. Харигучи Он, да, выигрывал. реально кучу хороших имен побеждал, причем, типа, именно всех хорошо побеждал. Вот последний бой с Магомедом у него был равный, но в целом все остальные бои он прям очень качественно себя показывал. А здесь, конечно, да, это был вообще очень странный какой-то и план на бой, и, в принципе, он просто стоял, получал урон. В натуре он просто стоял и ничего не делал. И с кем он дрался? Как его? Баутист. Баутиста, да, Марио Баутиста. Просто его разбирал в стойке. Первый раунд он в левосторонний стоял, потом начал со второго раунда миксовать, и просто Патчи Микс все принимал. И я еще смотрю, думаю, блин, это что, реально тот чел, который там говорили, сейчас он станет чемпионом UFC, всех разберет. 10-й номер просто проехался. Ну, возможно, да, там были какие-то факторы, но мне кажется, чемпион хотя бы должен был,
показать какую-то, как это называют, оппозицию какую-то Ну, должен он, был знаешь, оказать. там досрочно не проиграл уже хорошо для него, наверное. Но да, я тоже был, честно сказать, разочарован его выступлением. А с другой стороны, в последнее время вот там чемпионы Bellator, PFL, не то чтобы там супер ярко залетают в UFC, им сразу дают довольно серьезную оппозицию. И там Ну, мало у кого. Фрейры, да, если брать, к примеру. Да, Питбуль тоже ужасно выступил там в дебюте. Ну, Питбуль возрастной. Ну, и против Питбуля еще хороший этот Ну, слушай, выступал. и Баутиста Яир тоже Родригес. хороший, да. То есть тоже Просто часто- Яир Родригес это такой как бы чемпионского калибра, а Баутиста он еще такой, да, сырой, 10 номер. Тоже 10 номер сырым не называй, но да, ну я понял, о чем. Ну, не сырой, то есть. Ну, не чемпионского калибра, окей, Да. пока. Вот у Харриса хорошо получилось там и дебютировать. Да. И... Ну и Чендлер со временем нифигово залетел, когда вырубил Хукера. Дэна Хукера. Ну, то есть мы сейчас берем дебют же. Ну да. Ну, непонятно, я вот как бы патч микса сразу бы не списывал, наверное, еще. Надо посмотреть. Но, да, выступление среднее. Еще я, кстати, вспомнил этот классно Азамат Мурзаканов подрался. Он же вырубил парня, который Диара Нургажая болевой сделал на руку. А, да, ну, я Да. вот это не видел. В плане, я видел, что он выиграл Мурзаканов, но я не Не видел против кого. Да. Отомстил. За Сула, наших. слышишь? В этом стиле. За Диара отомстили. Классно, молодцы. Понятная вовлеченность. А, Ну и что? Вишенка на торте. еще этот, тоже, может, пару слов сказать. Может, Буквально. уже перейдем уже в Всё, время, пацаны. давай, два слова Про говорим. что мы Вот вообще- говори два вообще слова. Про непонятно Пфайфера и про Так, всё. Гастеллума. Это же тоже... Всё, супер. Нет, Там не будем? великан Ладно. с ребенком дерется, как он его еще не удосрочил. Я хотел увидеть, когда первый раз Кевина Гастеллума нокаутирует в UFC, и не смог он. 3 нокдауна было. 3 нокдауна, да. Но там реально Гастеллум выбрасывает, и все не дотягивается. Выбрасывает, не дотягивается. Ну, я не знаю, для него какой-то мисс-матч сделали, если честно. Еще и в мейн-карт запихали. Что он там делал? Лучше бы он Джошуа Вана подняли бы в мейн-карт, а Гастеллум пусть закрывал бы прилиму. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Все, давай, Сула. Главный бой. Мирав Двалишвили, Шон О'Мейли. Бой номер 2. Да, второй раз подрались они. Классно же было, супер. Вы же не любите Двалишвили? Я оба. нормально отношусь. Вы же там, да? Скажу честно, Не финиширует, и Скажу такой, честно. и сякой. Не, это же было... Это... Было, я же... Не, знаешь, вот, как было? Виктория Не, помогает. знаешь, как было? А Майкл никогда не признает. Майкл Я всегда... прям как цитату помню. Мы с тобой поспорили, ты сказал, что Мирав Двалишвили финиширует Умар Нурмагомедов. Я Да. сказал, что он никогда не финиширует, и тогда он не финишировал.
Да, Не, я Так было. признаюсь, я всегда... Здесь всегда было то, что Джвалишвили... Двалишвили, я говорил, что это там какой-то, в кавычках, да, там, не очень для UFC, потому что он такой кринжмен, выходит и все 5 раундов дерется. Но сейчас, мне кажется, после этого боя он закрепился как звезда UFC. Однозначно. Еще одна защита, и он станет легендой. А, кстати, вот интересно, во вторник же будет 3 защиты обновление. пояса, и уже легенда, уже официально можно говорить про Паунд Двалишвили. ты думаешь, Да, его поднимут? вот интересно, ну его точно поднимут паунд for паунд. Он сейчас, по-моему, на 4-й строчке. Интересно, на какую строчку он поднимется. А на 3-м кто, Топурия? Да, перед ним Топурия, потом Джонс, потом Махачев. Мгм. И вот интересно, может вообще его там на первый, типа еще одна защита, может вообще на первый, или не поставят на первый. Ну, если он до Махачева подерется, и если Махачев там условно проиграет, Не, если Фига себе, проиграет, то как что? клич, Я говорю короче. сейчас, это интересно во Офигеть. вторник, как сейчас... Вот, сука, еще и летает. Что такое? Извините, пожалуйста. Кто там? Да какая-то, короче, непонятная вообще тема, блин. Хотела отложить какие-то яйца, короче, уже, прикинь. Жестко. Еще и летает, я говорю же. И да, я определенно высказывал по поводу Мираба, что там мне он не особо нравился, но нужно дать должное, он до боя раскачивает, во время боя показывает, после боя разговаривает, я не знаю. Но Он все время разговаривает. А у них, кстати, классная фотка, я не Он знаю, никогда не молчит. видели или нет, у них классная фотка 9-летней, что ли, давности, где он с Кайлой Харрис да. в зале стоит, просто обнимается. Кайл тогда еще хотела, типа, дебютировать в ММА, он уже тогда эти первые шаги какие-то сделал, и вот через 9 лет оба, типа, на одном турнире пояса забрали. Офигеть. Офигеть. Надо, Майкл, скажите, как произошло-то? В каком раунде? Что, что, почем? Чтобы вдруг кто-то не Третий видел. раунд. Задушил, ниндзя-чоук. да, Причем- Засабмитил в самом конце, по-моему, перед этим секунда 2 оставалось, что-то такое. нет, это По Кайла бо- Харрисон была. Нет? По-моему, да, там нет, не секунда точно оставалось. Ну, что-то такое прям в самом конце это было. Прям Не, мне очень, кажется, не что помню. это вторая какая-то минута. очень в конце. Ну, с Майклом С бесполезно. Кайла спорить. Харрисон не путаете? Вот она засубмитила. 4.42. Вот, я говорю же, это было в самом конце. Так, и что я хотел сказать, что да, ну на самом деле Мираб, что опять он показал, что он не, ну, то есть он не все там раунды выиграл. То есть, по сути, второй раунд Танк, он реальный танк. у него проблемы были. У кого? У Мираба. Ну, во втором раунде все равно у Шона хорошо получалось. Но у него не было проблем, я думаю. Знаешь, там вот этот поединок, он шел в какой-то степени, возможно, вот именно по плану Мираба. Может быть, он сам даже и не рассчитывал засабмитить Омели. То есть это своего рода такая синусоида. Первый мы взяли, второй мы чуть-чуть можем отдать, ничего страшного. Никакого такого урона жесткого, сечек он ничего не получил. И в третьем раунде, возможно, вот так вот опять же, да, он планировал. Четвертый раунд, возможно, он тоже думал, ну хорошо, чуть-чуть мы дадим назад, пускай посмотрим, что сделать, а в пятом мы его, короче, добьем. То есть это такой план на поединок, стратегия на поединок на все 5 раундов была такова, я думаю. То есть во втором раунде, ну что, он какой-то урон такой жесткий получил. Ну, Его для него шатанули для него был или нехороший что? раунд в любом Такого, случае. не, он, я думаю, вышел, чуть-чуть нажал на Омели, попробовал его, ага, понятно, вот что ты можешь, давай во втором раунде покажи, что ты можешь чуть-чуть. Ну-ка, что, ага, все контролирую, все могу, и в третьем раунде иди сюда. Мне не показалось, что он второй раунд уступил. Мне Ну, кажется, не, я тоже не говорю, что он просто чуть-чуть да, ослабил. блин, я в первом бою не помню, чтобы он плотные удары доносил, к примеру, до Шона Омели, кстати, а в этом бою да, полностью плотные удары. Мне кажется, Шон Да, там да, так да. переживал Да, за да, 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 переходы, что да, да. в Полностью защите у него были определенные дыры. Как будто бы вообще Омели не особо был готов. Мне кажется, он просто Да нет, чересчур Омели, то ли перегорел, он то ли правильно, чё. Да? ну, ты не научишься, опять же, там, ты не научишься борьбе за, не знаю, за год, за два, то есть, Не, а действительно, при чем тут? Он же не должен был с ним бороться. не, и защита Нужно от было, борьбы. нужно было найти какую-то Ты этому не другую тактику. научишься. То есть как будто бы он... Майкл, блин, господи, это же не борьба. А что Там это? ММА. Не, ну давайте вот понятно, так а вот. что вот, ну, ты ударник, что Так, ты сделаешь и- против я человека, ударю, который слушай, постоянно переводит тебя? я, во-первых, блогер, который может сказать, что ты ни хрена неправильно это сделал. Да? Если я могу так говорить только в одном случае, когда могу сказать то, что это можно было сделать. Просто нормально, давай, работал бы вот с этим, работал бы вот с этим. Нужно было бы отработать защиту от проходов в ноги. Нужно было там, допустим, бить сильнее. Попадали удары. Но почему он не падал? Где твоя вот самая главная фишка?
Почему она не работала? То есть, и если я как бы так если мы начнем копать, то дофига чего найдем. Но, опять же, столько людей, столько мнений. Как будто бы все-таки первый поединок был конкурентней. Мне не показалось. Но В мне первом так он показалось, вообще что ничего не мог в сделать. первом... А что, во втором Шон. Ну, что сделал? второй раунд в целом, понятно, что Шон хотел сделать. Он действительно хотел там избегать максимально борьбы быстро, как-то там вставать, наносить как раз там какие-то там и дальний удар. Просто, ну, это не работает с Мирабом. Просто, ну, условно, стиль Шона не подходит к стилю Мираба. И что он не будет делать, очевидно, что, не считая там лаки-панча, как там с тем же Стерлингом, ну, это сложно назвать лаки-панчем, окей, что типа Шона есть очень тяжелый удар, есть хорошие тайминги, но Мираб под эти тайминги не попадает, там кто-то попадает. Поэтому, не знаю, просто, ну, это действительно не Шона. Там. Стилистический кошмар для Шона, Да, это да, Мираб не Двалишвили. поединок. И, в принципе, Мираб для всех практически стилистический кошмар. Я вчера поставил топ-5. Мне Я кажется, не в согласен. топ-5 его сейчас никто не выиграет. Не, ну, Мне кажется. опять же, у Умара с ним был более, типа, конкурентный поединок, чем... Более конкурентный, но тем не менее он Да, его да, выиграл, тем не менее да. он выиграл. Но я к тому, что, типа, он доставил ему проблем. Не знаю, как будет там второй бой. Плюс еще Мираб возрастной. Там у Умара еще есть запас по возрасту. Петр Ян, сейчас посмотрим, как он подерется. И в целом он тоже Он заслужил. с кем должен быть делать сейчас? Хороший ударник. И Там тоже, кажется, со старым лицом, как Афроамериканец. Баутиста. Нет, он, кстати, не... Как со старым лицом, как Да, Баутиста. очень старое лицо у чувака. Блин, забыл тоже. А зачем он с ним выходит драться? Потому что предложили в Абу-Даби подраться. А что с Умаром? Умара не предлагали. Умар же, да, вроде... Не то, что он вроде отказался Да же, и нет? Умара, да, он раньше... Травма там. Да, раньше, по-моему, что-то октября не вернется. Петр хотел сейчас бой. Вот сейчас хотелось бы Шона Умэли с Умаром посмотреть, если честно. Ну, в целом, не знаю. Да, наверное. Ну, это по-стилистически интереснее точно, Да. чем с Мирабом. Сейчас Сенхагена тоже, они там встретились. кстати, да. да. Они как раз там пообщались чуть и тоже. Но Сенхаген, он сейчас не в той позиции. Действительно, у него есть поражение от Умара, есть поражение от Петра. И, по сути, он А он закрыл против кого поражение? Он же с кем-то с подрался. Дэвисом Фигейредо, Фигейредо. но просто Дэвисон не стоял там вплотную у титула. Да, да. А там сейчас стоит как раз Петр и стоит сейчас Умар. И вот все. Ну вот просто, ну вот, А зачем Кро- его показывали? не, тогда? кроме Кори, по он сути, просто некому. по-моему, на турнир приехал. Да нет, по-моему, против Кори сейчас. Ну смотри, Такое, Умар лечится, у Петра есть бой, и как бы логично, чтобы сейчас с Кори подрался, тем более, ну, Я А когда логики ты не вижу. думаешь подрался? Что, прям скоро, что ли? До того, пока весь Умар вылечится? Мираб же хочет побыстрее вернуться же. Когда? Он хочет, по-моему, 4 защиты сделать в этом году. Вообще просто, что за Короче, человек мне кажется, Кори не будут такой, не ставить, потому что понимаю. не продадут. Типа, прикольно делать, опять же, Нурмагомедов Мираб. Во-первых, это и реванш, и фамилия прикольная. А Кори Сенхаген, он всегда типа такой, как все равно статист, у него ни базы какой-то нету. Я понимаю, Фанатский. но с другой стороны, просто как будто, чтобы Умару сейчас сразу подраться, он не сможет там сделать какую-то определенную Я не работу над уверен в этом. ошибками. Вот он как выйдет, как Шон Умели, сразу, и сразу Мне проиграет. так не кажется. Мне кажется, что Умар вполне специально вероятно. не хочет как раз делать бой с Петром, потому что нафиг ему делать с Петром бой, где типа есть риски. Лучше еще раз титульный подраться. А зачем с Петром вообще драться Умару? Вот так смотреть. Риск Не, вот большой. я тебе маленько скажу, вот мне ты вполне вероятно прав. Вполне вероятно. Но есть вероятность, что я не прав. Но неужели они так думают? Кто? Вот то, что ты так сказал, то, что вот мне выгодно и лучше с этим. Конечно, всегда команда, ну, Я Хабиб вот- и не скрывает это, Вот что этого я, честно сказать, я не могу понять. это наоборот, ну, правильная история, что... Я не считаю, что это правильная Я история. уверен, вот что так. правильно. Да, ну опять же, да, сколько людей, столько А мнений. зачем тебе рисковать в ММА? Рисковать в смысле, чем рисковать? Если ты идешь к чемпионскому Так поясу, ты уже у него стоишь. ты должен биться со всеми, чтобы ни у кого не было никаких Я не сомнений. считаю. Но опять же, это столько людей, столько мнений. Я немножко Это же такого... бизнес, Сула, а зачем тебе какая Вполне разница, вероятно. сомнения, Я говорю, сомнения? да. Ну, кстати, опять же, это Дэн мое Уайт же даже на пресс мнение. сказал, что для наследия Мираба было бы хорошо провести реванш против Умара Нурмагомедова. Типа, хорошо, когда ты по 2 раза выигрываешь топов. Да мне кажется, просто Давайте Дан... так, Умар захочет ли теперь с таким? Решили драться? Да, конечно, Тоже захочет, большой вопрос. конечно, захочет. Он же и Умар сказал, что типа я вообще считаю, что мог бы выиграть, я сломал руку во втором раунде или в ком. Ой, господи, опять же эти записки от папы и от мамы, пожалуйста. Кто там не ломал? Кто не ломал руки в бою? Господи, покажите мне такого чувака. Просто- Я уверен, что таких нету людей. Блин, я не знаю, как по мне, Кори достоин сейчас подраться Мне за кажется, что титул. нет. У него, говорю, А нету... зачем вы тогда показывали? Потому что он единственный приехал. У него нету победы над Петром.
обязательно надо показывать то, что он, если он один приехал? Вот прям обязательно Обязательно. кого-то надо показать. Да, они конечно, всегда конечно, показывают конечно. бойцов. Типа им же Ну, интересно эти что-то- какие-то стирдауны. Это же тоже инфоповоды дополнительные. Что-то не знаю. Мы буквально сейчас обсуждаем это. Но, Чё-то не ну, знаю. либо тогда Кори пусть подерется с О'Мэлли. Тоже стилистически прикольный бой. Да, наверное, да. Да. Если Умар Ну, получит титульный шанс, Да, хотя бы у Мэйли и экс-чемпион. Просто у Кори реально нету... У него есть победа над Фигрейдом, но Фигрейда до этого проходил... Петр Янджи его прошел тоже. мгм. И плюс еще и Фигрейда он все поднялся с 57, поэтому то есть он 61 каких-то типа больших у него и не было же. Ну, но и не проигрывал он как-то, знаешь, в одну прям, я не знаю, провально, так, чтобы сказать, что, ну, он там на голову ниже. Он со всеми провел Не знаю. 5-раундовые поединки и проиграл в них. Короче, мне не Короче, кажется, тебе не это- нравится песочный человек. Ну, не, мне сам Кори Сандхаген прикольный чел. У него, кстати, влог очень классный в Ютубе. Вот тоже посмотрите, он такой, типа, в стиле сериала «Офис». Он ведет, Мгм. типа, свой подготовочный блог, типа, с юмором. Он классный, просто говорю, я понимаю именно как для бизнеса. Кори Сандхаген как-то, мне кажется, сегодня не продается. Вполне вероятно, Майк прав. Как Умар. Умар 100% продается за счет фамилии. Ну, Петр да. Ян, он типа экс-чемпион. Ну, может быть, они как раз они его показали, может быть, и хотят его повысить его Пусть попробуют. ставки Пусть на него. Ну попробуют. ладно, парни, давайте что, дальше идем, да? Или Да, как? погнали. Я предлагаю поговорить про Харшага Даутбека, прежде чем мы перейдем на Найзу. Давайте. Да, Харшаге дали Янамото, да, по-моему, если не ошибаюсь. Я еще, кстати, анонс не видел. Да, Уже 27 июля, Янамото, да? что-то такое. как же ты- Акиома, Брыбале. Блядь, я удалил, короче, эту тему. Сейчас, секунду, парни. К Харшагу надо зайти. Ну, у меня же это есть. Нифига я торможу так. А где оно? Акимото Киома. Акимото, вот, да. Харшага должен был готовиться к сентябрьскому турниру Ryzen. И у него должен был быть уже титульный бой в 66 килограммов С кыргызстанцем. с кыргызстанцем. Кыргызстанец там разве, да? Да, кыргыз. Вот. Но, и он, короче, Харшага получает визу впервые в США, летит туда, короче, в США, подписывает договор с American Top Team и начинает там готовиться. Усиленно, вообще красавчик, я думаю, супер. У него там впереди было 3 месяца, все good. И вот я с ним позавчера общаюсь по телефону, потому что вышла вот эта вот ночь с Янамото, да? Мгм. Я говорю, что за нафиг? Что случилось? И он говорит, ну вот, говорит, я месяц, говорит, в American Top Team, говорит, сижу, готовлюсь. И тут, короче, мне звонят, короче, говорят, так и сяк. Очень хотят, чтобы ты, короче, выступил на Супер Райзене турнире. И подрался вот с этим Янамотой, но весовая категория 61 килограмм. То есть 61 это будет, говорит, претендентский бой. Прям очень тебя, типа, короче, хотят увидеть. И говорит, Камал Джок, типа, короче, да, выбора нет. Пришлось, говорит, собрать манатки и вернуться в Казахстан. Шымкент, да. В Шымкенте сейчас, короче, он двигается, готовится к поединку 27 июля, если что, ребята, имейте в виду, наш Харшага Даутбек опять же не за чемпионский пояс будет биться в Райзене. Но я думаю, то, что он очень близок. И, в принципе, его весовая категория на самом деле 61 килограмм, а не 66. Все свои самые яркие победы он показывал именно в 61. А если мы посмотрим и вспомним 66 килограммов его крайние 2 поединка, ну, там реально были пацаны прям визуально больше, чем он. И Харшага было тяжело. Очень тяжело. Я думаю, это правильное решение. Но главное, блин, главное, чтобы привез сюда чемпионский пояс. Я считаю так. Про АТТ тебе что-то интересно рассказывал? Что? Про American Top Team тебе что-то интересно Я его рассказывал? ничего не спрашивал. А что? Ну, American Top Team как он? А что там Не интересно? знаю, что? интересная история, там много топов. Он, если Да? честно, мне кажется, не успел даже, потому что он сказал, я приехал, мне дали бой, и чтобы акклиматизация нормально прошла, я вернулся в Казахстан и буду здесь тренироваться, готовиться. Вот Но так там проблема, извиняюсь, проблема еще в том, я говорил у себя в рельсе, наш боец KZ, что я, короче, с ним общаюсь, я говорю, а что ты поедешь сюда пораньше? Он говорит, нет, ну я, говорит, 6 раз уже дрался там. И 6 раз, короче, там за 3-4 дня типа прилетал. Я понимаю, что у нас там разница с Токио, я посмотрел, 4 часа. Но в любом случае, мне кажется, вот мы от наших бойцов требуем, то, что вот они в Штатах выступают на UFC, почему не выезжают за месяц, чтобы нормально подготовку там пройти,
нормально акклиматизацию пройти, пролететь туда нужно не одному со своим тренером. Я так подумал, почему мы тогда этого не можем требовать, может, даже в какой-то степени от ребят, которые летают в Японию. Ну, Мне нюансы же кажется, есть. Опять же, в Японии где-то тренироваться я будешь? понимаю, что есть нюансы, и я поэтому считаю, что Харшага надо лететь туда за месяц, и лететь надо не одному, а вот со своим тренером Мурат Истанов. А спарринг-партнеры вот. Вот там тоже, там есть казахи. Там есть Нет, казахи. дело же не в том, что это казахи, а Я- вопрос же в я- уровне. Нет, я говорю то, что там есть казахи, близкие к ММА. То есть Ну, не мне просто... кажется, все равно там ты не найдешь такого А же надо качества, как искать. здесь. То есть 6 раз он уже туда летать. 6-й раз. Ну неужели за это время, то есть это не в первый раз он куда-то пролетел и ничего не знает. Если у него комфортно, ему получается, зачем это делать? Вот как бы так последние 2 раза показали, что, наверное, не совсем комфортно. Нет, То там же есть, если мы оппозиция хотим- повысилась. Если мы хотим завоевать пояс, да, это организация, которая в топах, да, в топ-5 входят они? Нет никаких топов, в принципе. Хорошо, Майкл, как всегда, короче. Есть хорошая организация японская, один из сильнейших в мире промоушенов. Если мы хотим завоевать там пояс, надо отнестись к этому, я считаю, максимально серьезно. Прилетать туда за месяц, уже знать, куда лететь, в какой зал лететь, с кем ты будешь. То есть вот эту всю тему нужно пробить заранее. Хашага, наверное, один из тех, кто пробивает сейчас этот путь, дорогу для казахстанских бойцов туда, в Японию. И на нем тоже в какой-то степени лежит и ответственность. в Да этом просто, плане. знаешь, вот когда говорят про вот эту тему, типа, едь куда-то за месяц. Если мы говорим про Америку, это окей. То есть уже есть точно Да. ММА хорошие окей. залы, есть большое количество спарринг-партнеров. А вот если ты едешь в Японию, ты что, свою команду повезешь, а кто за это заплатит? Ну, вот привести там 5 человек. Не команду, а я говорю, как минимум лететь надо со своим тренером. Не, а тренер-то тебе нужны спарринг-партнеры обязательно. Ну, наши ребята не летают же по 5 человек. Давайте Так так, я же говорю, в Штаты. Америке, типа, это А нормально. в Япония это один из основоположников современного ММА вообще Да в принципе. У них залов там как грязи. Вот я тебе так скажу. К нам сюда японцы, корейцы, Вопрос про уровень, все прилетают. Сула. Да, хотя бы так. Там он драться будет не с американцем. Он будет драться с Яномотой. Тем чуваком, который как раз таки готовится там в одном из этих залов. Баста. Если хочешь драться с американцем в UFC, естественно, ты полетишь не в Японию, а полетишь туда, в Штаты. Я говорю про это, то есть надо как-то в эту среду за месяц как-то вот приготовиться в этом плане. Мистер Майкл. Мистер Сула. No. Двигаемся дальше? Согласен с Мишей. Все, погнали. Отпотывал. Ну, приятно. Давайте двигаемся дальше. Давайте поговорим теперь. Еламан Шуртаев еще в РСС, да, подписал договор? Я не видел. А вон написано. Но я видел Рилс, то, что он подписал Да, это договор видел. с РСС. Еламанчику желаем удачи. Наверное, 61, да, или 66? Во сколько? Подождите, если честно, как будто чуть не этот. Он же вроде там хотел за титул на здесь драться. Ну, что-то не получилось, на самом да. деле, почему бы и нет? Во-первых, РСС Но тоже это хорошая никуда не организация. уходит, да? Да. Меня просто... Я не видел, кстати, реально этой новости. Чуть Как не видел? проглядел, короче. Но что я хочу сказать, что я общался просто с РСС, они меня как раз тоже давали запрос, кто, интересно, есть 66 килограммов, потому что мы сейчас делаем гран-при. 66 все-таки. Вот Точно, он он в как Гран-при раз ехал. Гран-при Вот. в 66 Мне они как он раз идет. говорят, можешь скинуть нам, типа, ребят, которые Мгм. интересны, Мгм. типа, сегодня в 66 килограмм в Казахстане. Удачи. Я им Удачи, список Еламанчику. скидывал, вот, и... Еламан там был? Да, и вот, ну, там было больше народу, если Я честно. думал, ты сейчас скажешь, ну Елемана там не было. Нет, там было Но больше- его Там подписали. было больше народу, и в целом прикольно, что, да, подписали Ламан, потому что они прям мне сказали, что мы хотим сделать международную историю, поэтому нам надо обязательно, чтобы был кто-то из Казахстана, кто-то вот. Они же раньше вообще туда пускали только, да, своих в РСС. Азиатов, других, это вообще никого Нет, не ну пускали. нет, Был у них момент Такого такой? не было, что они только своих. Во-первых, у них всегда там был Ильяс Хамзин. Да, ну я имею в виду, ну, там такая история была, я слышал. Они, нет, они не так, они как делали? Они не скрывают это, у них есть команда Архангел Михаил, которая прямо аффилирована с РСС, то есть... Михаил? В смысле, Да. твое лицо? Нифига Ну, себе. я тоже. Вот. Когда-то архангелом стал, что-то не понял. Старый, Герои 3, Всё, Меча и окей, магии. Вот, старая история. Короче, и у них есть клуб аффилированный с их промоушеном, одно и то же руководство, и они, конечно же, не скрывают, что они хотят вести своих парней. И под них они привозили действительно в какой-то момент более-менее удобных, потом они эту практику отменили и, наоборот, стали супер жестиков привозить. Они в свое время туда Шамиля Мусаева, который вот стал чемпионом PFL,
и победил Кунченко там жестко, и других жестких ребят, там Денис Лаврентьев, Асаф Чепуров победил, вот. Но сейчас они действительно хотят делать промоушен крутой, конкурентный, которым будут знать именно не только в Екатеринбурге, а за пределы, поэтому вот они подписывают ребят с Казахстана, с Кыргызстана, много Ну откуда. все, ну круто, круто. Что, Еламанчику желаем удачи. Скисат, Баурам, давай, приезжай сюда. Неважно, победишь ты или проиграешь. Главное показать хороший конкурентный бой. Это Расул скажет, главное, от победишь. души. Я тоже так думал. Ну, ты кажется, что себе изменяешь сегодня? Побеждать нужно Не-не-не. однозначно. Нужно Победа и громко заявлять. поражение, они идут друг с другом. А показать хороший бой от души, это самое главное. Да, и вот интересно, я просто тех ребят, которых скидывал, интересно, кого-то еще подпишут. Было бы прикольно, потому что я прям им интересных ребят. Сколько человек ты отправил? По-моему, 4. 4? Это просто было, на самом деле, месяц назад. Я вот говорю, я еще удивился, что это сейчас. Да, я тоже на днях увидел эту новость. Я даже не видел. Но у меня был тогда диссонанс. Типа, Елеман Шартаев рвался за титул на ИЗы и подписывается с РСС. Я такой, блин, почему? Он тоже же, он не хочет, я Ой, так понимаю, что драться с Нурбеком? Нурбеком Кабдрахмановым. Ну да, Поэтому, конечно. да, лучше тогда в другой лиге дерись, потому что это бред. Типа, давать бои, пока Нурбек там не уйдет, пока не придет. Да. Пусть Да, тогда да. так будет. Ну, да, с одной стороны. Нурбек да. в июле возвращается, посмотрим вообще, в каком состоянии Нурбек. В июле Есть уже точно небольшое возвращается? интервью у меня на Ижбаец KZ. Он же был, да, Посмотрите. сейчас на турнире в Караганде. Мгм. Расул Да, там с ним я пообщался. с ним пообщался да, чуть-чуть. Точно возвращается. Но он говорит, что в июле, в Октау, по-моему. Ну, короче, Ну, в июле он мгм. будет готов, пока неизвестно с кем, но готов даже и выйти с Киоса. Не знаю, как оно будет. Но он чемпион, действующий чемпион Найза. То есть, и все. Этим все сказано. Но в каком он сейчас после нокаута психологическом состоянии, это, конечно, вопрос. В Караганде был Это, позитивный. это Ну, кстати- не, ну, позитивно. Подождите, пускай зайдет в клетку и посмотрим, какова его психика в клетке. Вот это самое главное. А то, что он вне клетки какой-то, ну, хорошо, будь кем угодно. Майкл. Да он не первый раз, знаешь, тоже как будто он первый раз в жизни проиграл. Он не первый раз Не проигрывает. первый раз в жизни проиграл нокаутом. Давай вот так вот. И что, для тебя это что ли секрет? Когда человек проигрывает таким нокаутом, что он может изменить свою вообще просто технику вообще, свою бесстрашие меняется у Ну, человека. у Нурбек некоторых. возвращался после поражений, давайте так. Это были Уверенно возвращался. Завоевывал Хорошо. титул Да ладно, против... дождемся июля, Это, реально. в общем, Вот, не изменить и вас, да, ребят? посмотрим. Это был нокаут, ребята, надо посмотреть. Будет ли он Я вот страховаться единственное, после знаете, такого я вот нокаута единственное рад или нет? за Нурбека, что он взял такую хорошую паузу для восстановления. Вот Полгода прошло. Есть же, вот сейчас я приведу пример из казахстанского бойца, Мгм. где тоже вроде бы нокаут, ну все нормально. Давайте. Бахджан, Асылжан Бахджанұлы. Мгм. Мгм. Его нокаут от россиянина в ИСЕЙ, господи, Мгм. забыл. Алексей Буторин. Буторин. Мгм. В последнюю минуту третьего раунда все, он его выигрывал. И Буторин справили, и слева его ловит. Он прям упал, все. И после этого, братан, Асылжан уже не тот. Майкл, я прав или нет? Ну, честно сказать, нет. Хорошо. Не, Асылжан, он наоборот, мне кажется, он перезагрузился, Да. он сейчас классно же Ну показывает что, бои. он с Гришиным как подрался? Да, у него, в принципе, у него дофига было и в РСС, и по кикбоксингу дрался, и по ММА с Гришиным подрался здорово. Пу-пу-пу. Сейчас подписался в АСЕЙ. Он, не знаю, мне кажется, Асылжан, он еще и, типа, ну, мне кажется, прям набрался опыта. Просто... Асылжан уже, окей, это ваше мнение, я с ним абсолютно не согласен. У Асылжана в технике, если вы не видели поединки, если я за Аслом конкретно следил. У Асла появился, на мой взгляд, страх. Страх опять упасть в нокаут. После этого был еще один, но уже технический нокаут был. Но вот такого, когда, как это называется правильно? Говорят же, не, как это, до нокаута, как называют их? Гроги, Нет. нокдаун. Не битый, Не пробитый? не пробитый. Вот. Его еще не... Вот в тот момент Асылжана пробили. Боксер пробитый, который ушел в жесткий нокаут, и боксер, к примеру, который еще не уходил, у него страха нету, у него совершенно другая техника. У Асла все поменялось. Все поменялось в его технике. Если раньше он шел вперед, абсолютно ничего не боялся, уворачивался, где-то принимал головой. Сейчас это уже совершенно другое. Его второй поединок, к примеру, против
Бразила, по-моему. Леонардо Сильва. Он его Проиграл, забил. да? Ну да. Он его А после этого он... Это бы... После этого еще. Он выиграл после этого 2 раза. Потом со Штырковым, со Смирновым дрался. Асылжан, я вам точно скажу, не показал даже близко от того, что он показывал до поединка с Нет, Буториным. Буториным. Согласен. Сула, смотрите, он стиль поменял, возможно, да, я не говорю там за Асылжана, я его как бы бои не Да, видел, но и- любой боец поменяет стиль после нокаута, это явно. А Мне Игорь кажется- Сверид. А? Игорь Сверид. А чё Есть Игорь такие люди, 1 на 1000 бойцы, И сколько он выиграл которые боев? даже, которые, неважно, сколько он выиграл боев. Ну, вот, Подожди, неважно, сколько он выиграл боев. Важно, как он дерется. Его так шатали, и он не боится опять в голову получать. Он идет, у него своя А это тема. хорошо, вот типа? это нехорошо, может быть. Это как-то... Но, господи, ребята, кто вот смотрит, как общаться с Майклом? не, ну, Напишите в комментариях. нет, просто вы тоже говорите, что 50 он идет тысяч. вперед, но это же для его карьеры лично это нехорошо. Дидар, извини, Я пожалуйста. думаю так. Ты прав. Ты Я 50 тысяч дашь тому, кто напишет? Я ошибся. Ребята, мои коллеги, которые сидят, они полностью правы. Не, а что про 50 тысяч было? 50 тысяч долларов дайте кто-нибудь, пожалуйста. Есть у кого-нибудь? 50 Я тысяч в долларов. деле, я с Сулой вместе. Нет, просто я к тому, что если, допустим, Нурбек Абдрахманов, у него же и в принципе никогда не было такого стиля, что он прям всегда шел вперед, там, выносил. Всегда у него был такой стиль. Господи, Разве? про что вы говорите? Я Нурбека Абдрахманова все бои, по-моему, все даже вживую видел его бои. Один из моих любимых бойцов. Мне хочется посмотреть на реке, в каком сейчас состоянии. Тот прямой нокаут повлиял на его... изменил ли его бесстрашие? Вот я буду говорить так. Потому что после таких нокаутов люди начинают страховаться. И уже не показывают ту красоту, которую они показывали до этого. Но вы в любом случае, мои коллеги, правы, а я был неправ. Я скажу так, если вы реально пришлете Суле 50 тысяч долларов, он даст мне какую-то часть, то я считаю, что Сула прав все-таки. А я что, крайне, что ли? Тебе я ничего не дам. Я с Мишей согласен. 2. Погнали дальше. Если вы скинете мне 50 тысяч долларов, я никому ничего не дам. Обещаю. Чего? Сейчас Продолжим, да? с налоговой тебя смотрят. Да, мне кажется, что стоит сказать еще про Фаниля Рафикова. Бой будет Давайте. буквально через пару Да. дней. Да. Фуат Да. Хамитов Да. дал свой Да. прогноз на этот поединок. Он еще и сказал, что будет в углу Марифа Да. Пираева. Но Хуату Хамитову можно. Вот это Хамитову Хуату можно. Это легенда. Ну как он же должен был драться с Марифом Пираевым, а теперь будет в Пускай, его углу? пускай, ничего Ну, он и с страшного. Фанилем должен был драться. Это, да. Хуат Хамитов? Да? В По свое боксу? время, да. Не, ну Нет, это когда? У них там заруба была же. да, давно должен был драться, но да, короче... Не, ну интересно. Хуат Хамитов красавчик. Вот Хуат в легенда. плане вот, что он может вот сделать вот такое шоу, что там типа я буду в углу, я буду против. Это вызывает определенный интерес сейчас. Такой, о, блин, в натуре сейчас он пойдет. Как так вообще наш против нашего будет? Там еще, кроме этого, сказали, что, возможно, будет, ну, тоже пока вилами по воде, но в любом случае, что, может быть, будет и Вартанян, потому что Вартанян хочет подраться с Марифом. Вартанян в углу Нет, Фаниль может быть, он Рафикова. выйдет там в клетку, я даже не знаю, потом. Классно. Я с ним не знаком, очень хотел бы сфотаться с Не ним. знаю, насколько, то есть это пока. Правда, то есть обсуждалось это, ну, приедет он. А или он нет, хочет с ним по боксу подраться. Не знаю, по каким правилам. Мгм. С Марифом точно. Офигенно. Если приедет, По будет кику прям тоже супер. было бы интересно. 13 В любом случае. июня, извиняюсь, ребята, Балан Шулах, Дворец спорта. Обязательно приходите в Fight Nights боксинг. Bad City Fight Nights. Вот так. AMC Fight Нет, Nights ты уже Boxing. Уже не AMC. AMC. А, уже не AMC, Да, тогда ты всё Fight Nights напутал. боксинг. Короче, мы с Сулой будем, вас там тоже ждем. Даст Бог, даст Бог. Я Иншаллах. тоже буду. Ты тоже будешь, а мы не Конечно. знали, просто Сула как раз Да, да. перед записью сказал. Погнали. Так что это будет круто, болеем за нашего Фаниля Рафикова. Я же тоже буду в углу И Фаниль будет Рафикова. круто. Серьезно? Нет. С схватом зарубить. С схватом. Вызови его. На ножах, на топорах. Кстати, видели, да, Мариф Пираев выставил фотки, где он спарринговал с Хорхе Масвидалем. Не Мне видели? кажется, это сейчас больше в минус, чем в плюс идет. Почему? Там Хорхе Масвидаль Блин, с что таким Хорхе, пузом. что Джонс, честно скажу, хоть как бы я там, ну, к Джонсу тоже там в спортивном плане не относился, к его Так. заслугам. Ну, сегодня это просто там парни приехали покайфовать в Таиланд, ну, поспарринговали они там, ну и что? Ну, кстати, я еще видел видео, что Хорхе Масвидаль вместе с Юлией Ромеро вот в этом зале Бао, что-то по таиландском. Они Давали там ли- сборы какие-то Ну, делали, не да? сборы, они мастер-класс Или давали. мастер-классы, ну, блин, да. не, это ребята с именем.
понятное дело, что у них, типа, большой багаж знаний, но именно сейчас их спарринговая форма, особенно Хорхе Масвидаля, она, как бы, я думаю, что точно очень далека от идеала, потому что Хорхе и не выступает, он сейчас больше в промоутерских каких-то своих делах задействован, но уже точно не в боях. Поэтому мне не кажется, что это прям что-то крутое, что ты поспарринговал с Хорхе Масвидалем. Типа, ну, для Инстаграма, наверное, красивые фотки, видео, но в плане спортивных каких-то этих нет вообще, не интересно. Но в любом И- случае болеем за нашего фанильчика. Давайте еще раз скажем. 13 июля. Все Июня, ты еще раз сказал июля. 13 июня. Я просто шепелявлю. Напишите текстом, чтобы никто не перепутал. Да. И болеем за фаниль Рафикова. Сейчас приколи, ты такой еще. 13 июля. Болеем за Марифа Пираева. Алматы-арена. Город Караганда. Узбекистан. Блин, даже не знаю, мне кажется... Мне интересно посмотреть на сколько форму раундов-то? Марифа Пираева. 6 По-моему, вроде. 6? 6. Вроде 6. Или 8. Изначально вроде было 6. Я говорю, Да. там чуть все меняется, но я, честно скажу, не люблю вот это все. Болею, не болею. Ну, надо, мне кажется, именно к нам другие запросы, что мы должны к этому относиться как специалисты, а не как там какие-то друзья, не Я друзья. вообще не шарю в боксе. Так какая разница? В ММА как будто я шарю. Я к тому, что я уверен, что, ну, Победит дружба. Фаниль, нет, победит Фаниль, потому что Победит Хуат, в да? плане, я знаю точно, Фаниль к этому поединку относился серьезно, он тренировался, ездил на сборы, каждый день, типа, что-то делает. В Осетию. Смотрим на сборы Марифа. в Осетию, да, Да, с борцами готовился. Он, кстати, там с боксерами готовился. А Осинская школа бокса тоже не такая плохая, как кажется. Да, просто у них борцовская более известная. Просто, если говорить про Марифа, он реально там кайфует с Хорхе Масвидалем, там это, снимается в шоу. Мне кажется, с таким подходом Фаниля, который победил Ахмеда Алиева, показал реально очень крутой бокс, не победить. Надо реально серьезно готовиться. Мне кажется, чуть неуважительно, что ли, я не знаю. Марифу нужно было реально тренироваться и готовиться, а он как-то, не знаю, больше занимался Не тренируется, не шоу-бизнесом. готовится. Вот, и мне кажется, что да, Фаниль ты должен прав. просто разносить. Тогда по очкам он не имеет права выиграть, да, получается? Обязательно Фаниль не должен быть... нокаутер так-то. Вот. Поэтому, не, может быть, мне кажется... Тогда Не, ну нет, давайте просто так, ты не так будем- расписал, что тут Не, по-любому Фаниль- должен он быть декласси- ну, мне нокаут, кажется, короче. не, Если нокаута нокаута не не будет, Да это декласс, харам не, какой-то, будет да? декласс, типа, знаешь, что А? Фаниль быстрее будет, там, бить больше, будет двигаться на ногах много. Ну, не будет попадать, да? получается? Он не на Фаниль, ну, я не знаю, по боям, вот так, смотрите, у него были, конечно, нокауты, но он не Ну, значит, не нокаутер. будет попадать. Он Я будет быстрее деклассирую. двигаться, Не, будет то попадать, всё, ну, но попадать чисто в будет челюсть не будет попадать. никогда. Не Ни в каждый, печень не не попадет, каждый ни в удар челюсть. это нокаут. Ах, Майкл. Можно вот попадать вот, много. А в итоге- Архангел Ну, Михаил. кстати, давайте еще поговорим о том, что в этом карде дерется не один Фаниль Рафиков. Там будет Ернар Ерназарула. А туда, кстати, сейчас быстро. Не перенесли в итоге мотиватора? Ты не знаешь? Нет, Хотели нет, же не перенести. перенесли. Не перенесли. Там будет драться, ну вот, Донателло, он выступал в Павлодаре, будет драться Бектас Касинай, из тех, кого я знаю, с Ходжабаевым, кажется. Ну, там, ну, есть еще бои, на которые можно прийти и посмотреть, не только там Фаниль Вот Сула сейчас приуныл даже. Вот Майк Сул- Тайсон. Я Сул просто согла- думал, где Нет, будет? согласись со мной, что вот реально мы туда идем, Фаниль Пираев. это Конечно, вообще. Да. Я Кто сейчас бы назвал ты там- фамилию, я кого бы понять ты не ни- имею, я кто тоже, этот кстати, никого человек, не клянусь. знаю. Ну, там- Я знаю ребят, Да, но, да. честно сказать, жду ли я их бои, мне вообще пофигу. Тоже, если... Не, я желаю вам победы, пацаны. И если вдруг вы меня увидите, я вообще против вас ничего не имею. Так мы Майкл, говорили Майкл сразу. можно. Просто я понимаю, почему раскручивают. Ну, это самый громкий бой в карде, но вот даже мне в прошлый раз, когда они проводили бой в Павлодаре, мне не хватало Денег. понимать, кто 50 000 еще долларов. дерется в карде. Ну, допустим, Так там понятно, тоже был Донателло же. да, он тоже был, да? Донателло это кто? Черепашки-ниндзя оттуда? Да, да. Нифига себе. Он против Шредера. Против Шредера? Нифига Как себе. раз как ты любишь на мечах. этот дрался сейчас На против... мечах, на э, топорах. Нет, на этих, Кунай или как называется. И как бы мне чуть-чуть именно не от знаю, Fight Nights не хватало, потому что я даже заходил на страничку Fight Nights и не понимал, кто дерется в карде. Хотя хочу узнать. Это, в принципе, фишка Fight Nights последнего времени, что есть большой бой. Никому не Хедлайнер, говоря, да? Да, и остальные уже там типа чуть нарисовывается карта во время турнира. В целом, я говорю, это подход к современным реалиям подходит, потому что обычно люди идут действительно на громкую вывеску, все остальное это как какие-то специи к основному блюду. Может быть, там... Понимаю. Поэтому, я не знаю, просто чтобы, вы знаешь, что ты говоришь, там... Вот смотри, я пришел в Павлодар, когда на турнир, оказалось, что там дерется Алик Абдулла, сам Усев дерется, вот тот же самый Сам Донателло. Да. Сам Усев. А ты ему блин, сказал, сам Усев. Сэм Усев. Да, и то есть, ну, для меня бойцы, которых мне интересно было посмотреть, к примеру, да. Но
я узнал о них только в день боя. Я узнал, что у меня Не, а что это поменяло? есть огромная семья. Ну, мне, допустим, для меня ничего не поменял, потому что я и так пришел Сула будет? изначально. Фан-иль. Кто? Фан-иль. 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 Нет. Казахша это будет фан-иль. Это китайский боец фан-иль. Фан-иль. Да, будет. Будет. Пир Аев тоже будет. О, Пир. Аев. Не знаю, в принципе, какой-то карт уже есть. Мы все... Какой-то карта Ну, уже есть. серьезно, слушай, для меня это как бы крамолу чуть скажу, но для меня это как там, турнир, где дрался Казбек против Багдата. Вот у меня есть супербой, который я жду. Все остальное для меня это как бы чуть приправка какая-то. Вот. Поэтому здесь, я не знаю, ты как бы называешь ребят, а у них там, какая у них история, как они бой раскручивали, я вообще про это ничего не знаю. Вот, Ну. Fight Nights просто сами раскручивают главный бой, да? А на Ну и остальных... Фаниль с Марифом тоже постарались, не только Fight Nights. Просто Нет, вот ребята же согласен. для своих боев что они сделали? Ну, Ничего. тренировались стопудово. Ну, вот. Так, парни, мы уже больше часа сидим. Слово поставить Сейчас все кончится, Так, отвечаю. это- А мы не поговорили об интересных вещах. Погнали. Мне вот интересно, Дастана Мангельде на Найза 74 в 7. А соперника нету пока. поэтому Соперника о чём пока говорю. нет. А зачем сейчас поставили То, Дастана что он Мангельде? хочет там драться, ищут соперника, просто очень многие отказываются, потому что... А где вот этот вот россиянин? Он сказал, больше не будет драться. Почему? Ну, потому что, он типа, посчитал, что его ограбили. все понятно, короче, да, обиделся. Он сейчас проиграл, кстати, от Рузибоева. Вот, и... Кто? Чего проиграл? Рузибоева? Да. Нокаутом он проиграл, вы не видели? От Рузибоева? Да. Который в Рузибоев. UFC? Рузибоев, UFC. Нурсултан Ой, Рузибоев. Не Рузибоев. Резван. Блин, сейчас скажу точно фамилию. Рузибоев я сказал, окей. Сейчас скажу. Рузибоев. Ну, ничего страшного, Майкл. Старый человек. Смотрел мне в Ничего. глаза и Нет, нет, утверждал, нет, что это не старость. Рузибоев. Это не старость, дружище. Это диагноз. Диагноз. Так. Ну ладно, давайте туда. Сейчас, не, просто... Блин, не Рузибоев. Почему я сказал Рузибоев? Просто похоже имя, фамилия. Сейчас. Рузматов. Нет. Сейчас. Точно скажу, чтобы это... Резников. Вот близко, но... Разин. Очень еще ближе. Андрей Разин. Резван Распутин. Абуев. Почти Рузибоев. Резван Абуев, блин, похоже на Рузибоев. Если вместе Сам носить. Усев. Вот, из того, что да, вот это сам Усев, мне Буква реально- Р там есть, да. мне в голову это зашло, сам Усев, и я разделил Резвана Абуева на Рузибоева. Резван, извини, потому что Резван хорошо знаю, но бывает все-таки, да, уже Так а что возраст. вообще тогда у нас? Есть в Резван этом Абуев, который хотел... 61? Вот, Что у хотел нас? про это сказать. Есть Резван Абуев, это сильный действительно боец Петербурга. Он давно уже хотел в Лигу Найза А как выиграл он? нокаутом. А, Нокаутировал, серьезно? Как, Как какой ногой? его, как звали ТКО? соперника? Свищев. Свищев, да, точно. Ты точно. кого? Нокаут. Он же капец. Прям еще нокаут, да? да. С руки, с ноги? Крепкий же С он. руки. Свищев. Да, Очень Свищев, крепкий, он, по-моему, блин. еще никогда и не был даже в нокауте. Это первый. Ну, первое когда-нибудь его всегда поражение. все происходит. Первый раз. Интересно, кстати, изменится Опс, сейчас, извини, пожалуйста. как думаешь, изменится стиль Стиль. Свищева после Вот нокаута? я, блядь, чата, извиняюсь. Он шел Я- вперед же всегда, да. Но если Я посмотреть, же об допустим, этом говорил. они же в команде Архангел Михаил и с Дарханом Хамзиным, Из а у клуба- Дархана а как Хамзина клуб стиль не называется? поменялся. Дархан Хамзин? Ой, Дархан... Опять Это Дархан... шутка была или нет? Нет, А, это... окей. Ильяс. Хамзин Ильяс. Я думал, ты У меня друг Дархан Хамзин, я уже второй раз говорю с промежутком. Я правильно понимаю, что нам что-то подлили в пацаны, гориллу? Что-то вы, короче, это самое. Нам что-то подлил Сулу в гориллу. Вы же не пили. Ни один, ни другой. Вы что? На воздушно-капельном. Что-то, короче, есть. вот А, всякое. энергии слишком много. Я не знаю, что у вас. Хамзин и Ильяс, они в одной команде, и Ильяс, допустим, свой стиль не поменял. Он как шел вперед, так и идет, рубится. Круто вообще. Просто. Между прочим. Окей, вот Резван Абуев, который по прозвищу Рузибоев теперь, он реально может интересно дать оппозицию То есть мы Дастана. его ждем вообще? Вот, я не знаю, если Жандарбек договорится, просто я точно знаю, что Резван много раз говорил, дайте мне бой в Найзе. Жандарбек вроде как говорил, что типа мы ищем какие-то варианты, и в целом вот это классный вариант. Единственное, что это был относительно недавний RCC турнир. Как давно? Ну, вот, Месяц есть? вот где дрался сейчас В Шлеменко. этом году, Шлеменко да? против А, Белаза. месяц Вот, еще еще нет. нет, Да. меньше месяца. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин.
Не знаю, короче, для меня это все так. Большие условности. Так, смотрим, что нам просили еще сказать. по Тамерлан поводу- Сарлапов против Ну, Тимура мы про это Серкова. говорили в прошлый раз, про Тамерлана Сарлапова. Я не знаю, что-то новое есть сказать? Изменилось что-то? Оба проходят сборы там в топовых залах, готовы забрать титул. Вроде мы это все обговорили. Так, у нас, кстати, на этом турнире выступит... Су, тебе интересны твои все-таки эти, Кто? по сути, как называется, кто в Подопечные? один год, нет, в один год родились, А, Да, серьезно? Одногодки? да, одногодки твои. У нас и князь выступит на турнире, и Маркс, И Маркс? да. А где Маркс? Не вижу. А Вон. Маркс и князь. Да, да. Маркс Князь. Бакмерей выступит против Маркс. Райса Это Мирзаева. твой же родственник, А, Маркс, кстати. отвечал. Родственник мой, одногодка... родственник твой реальный. Родственник мой, одногодка Нифига твой. себе. Кстати, вот этот бой, А я когда князь- увидел анонс, мне понравился. Раси Мирзаев против Маркс Бакмирея. Маркс — это тот чел, который задушил сокомандника Который Конора Макгрегора. написал это самое «Капитал». Да, вот так что-то. Мгм. Да. А князь это вот кто? А князь это с фильма вот это какого-то бандитского. Иван Васильевич Медведев. Нет, еще. это еще Какого-то раньше это. бандитского фильма. Это у них вот здесь вот, да, звезды, да, вот здесь вот татуировки. Сейчас Кого опять вы свет набираете? выключишь. Я вообще не 15-16 понимаю. век. Причем помоложе не могли взять какого-нибудь? 15-16 век. Короче, Сул, твои одногодки дерутся, и, в принципе, да, интересные у них истории, интересные у них послужные списки. Не знаю, что про них еще сказать, кроме этого. Расим у нас в реалити дрался. Расим у нас дрался в реалити. Его соперник. Мы, кстати, хотели же с Абдурахманом все посмотреть, вот круто было бы все-таки эту пару как-то Вот сделать. это да, с Абдурахманом было бы У классно. них у единственных был конфликт на шоу. Да. Они прям единственные еще должны были драться между собой. Мгм. Остальные, как я понял, В итоге никто не... никто не подрался. А ты знаешь, еще вот этот парнишка высокий, который, помнишь, объяснился, если мы проиграем, Да, да, я завершу я карьеру. завершаю А карьеру. ему такие Говорит, говорят, так у тебя же нет карьеры. ну все равно, я больше не буду. Бедолага, короче, завершил карьеру, так и не Мне начал. кажется, что он не завершил. в итоге. Если он не завершил карьеру, значит, он балабол. Нет, он завершил старую и начал новую. Да. Да я не знаю, чего там старое, Это но находится, если... где-то приходит. Как его звали? Нияз. Есть видос же, да, где он говорит, если я завершаю Смотри, карьеру. технически, если у него не было карьеры, то ее нельзя завершить. Я не знаю, про какой Подождите, технически. он же тогда любитель был. Он завершает любительскую карьеру и начинает профессиональную. Он об этом, Сула. Конечно. Нет, так может говорить только... Так может поступить, я считаю, не пацан. Придумать какой-то, найти здесь какой-то повод и сделать так, чтобы оправдать свои движения, смотри. может сделать только не пацан. Но он... Настоящий пацан завершает карьеру ММА. Неважно, началась она у него, не началась. Но в ММА он больше не двигается. Он может двигаться какой-нибудь там, я не знаю, там песни, пляски, что там еще обычно. Категорично. Окей. Так, это мы тоже обсудили. Ну, Но он, по-моему, завершил. Он же и все. Да он ее не начинал. Сул, как Ну, можно то завершить есть, то, что ты не Ну, начинал? хорошо, так и не начал в таком случае. Годится. Что там? Раси Мирзаев против Маркса Бакмирея. Я сказал, это хороший бой. Хорошо. Вы помните Маркса Бакмирея? Как он Конечно. треугольником во втором раунде задушил пацана, который был, по-моему, с Узбекистана, весь первый раунд доминировал, и он в середине А что, второго... одноклубник, я не понял. Конора Макгрегора? Не одноклубник, он с ним там тренировался. все, я вспомнил. Это было в этом, в Трау. Вахтау. Вахтау. Это Вахтау Да-да-да, было, да. Все, я помню этот бой. Да. И когда там, грубо говоря, сделал апсет, накинул треугольник, Помню, помню. и против него Раси Мирзаев, который, ну, я не знаю... Одноклубник казахстанского Конора Макгрегора. Фамилия Рафикова. Я, кстати, Расим уже забыл, молодец. что когда-то Очень фамилия был хочется казахстанским посмотреть, что у Конором него сейчас с Макгрегором. с функционалкой. Очень хочется мне посмотреть. Потому что в последний раз, да, когда он дрался, в семье, да, Последний раунд он проиграл, 2 выиграл. он, да, Расим? бензин кончился. Ну там хороший против него был. Но парень. тогда они вроде бы и показали мне фотографии, т.д. и т.п. У него там стафилококк, Вот шмафилококк. Сулу мне нравится, как, знаешь, иногда он такой говорит, да вот эти вот оправдания, у кого стафилококка не было. Не-не-не, теперь я хочу посмотреть вот этого, что они в этот раз А будут. если фотографии покажут? Я скажу, ну, Я просто буду сейчас хранить, я вспоминаю буду Маркса хранить. и вспоминаю Расима. Энгельса. И Марк Ленина. как будто физически как бы больше, да, чем Расим. Не знаю, Расим высокий вроде. Не маленький тоже. Ну, в моей голове сейчас так. Князь прикольный тоже боец. Он тоже с Я его Дартима. почему запомнил? То, что у него имя Князь. Реально офигенное имя. Я просто, ну, как бы не... Князь, это с этого же фильма, я сейчас скажу.
Антикиллер. Там вот Ну, был, пусть. короче, какой-то вор, его Это, звали короче, на кассетах показывали. Князь. Ты не смотрел Антикиллера? Я смотрел давно, и я не помню там имена. Я помню только фразу, что в конце фильма, что людей, типа, ничто так не сближает, как покупка телевизора или убийство человека. Гоша Куценко. Да. Очки не дать ему, и он будет вылитый Гоша Куценко. Серьезно? Да. Приятно. Ладно. Ерзат, и фамилию я его не вижу, но это тот чел, который дрался с Ермаханом, тоже в семье, да? Да, Сакабан, который на прошлом турнире в семье дрался против... Кровавый бой, да, когда был. Да, который офигенно бой закатил, Да. и против него вот как раз-таки князь, который с Дартима. И... С Дартима? Да, да. Князь Дартима. Князь Дартима. Князь Дартимы, говорят. Ну, Дартима было лучше. Извините. Что, все, да-то? Конечно. Если Нет. бы не Сула, мы бы не заканчивали этот подкаст. Да, вот реально, уже Сул опять... Он еще провода там перегрыз ногами как-то. У него ножички такие маленькие. Ну, мы хотя бы все обсудили? Или мы... Ну, ASA, в принципе, да, там такого больших каких-то событий в целом, наверное, не было. Из интересного там этот Исенгулов дрался, который у нас дрался на совместном турнире. Если честно, я хотел бы С лучше Уралом. обсудить Бадаева, схватку Сулянова с Давай, Бадаевым. обсудим. Мне понравилось, что сейчас Асланбек Бадаев, грубо говоря, показывает бойцам, как нужно там раскручивать бой. Он стоял и... Ну, это не был трешток, да? Это был, как он словесно Анатолию Сулянову говорил, как он его там выиграет, за счет чего он его выиграет. И при этом меня, допустим, вызвало интерес теперь посмотреть этот поединок. До этого как-то, ну, поборется. А сейчас он там... ты там не... Ты хороший, может, человек, но плохой джитсер. Ну, я бы не сказал, что странный заход. Или как-то он Окей. так, ты хороший Вы человек, думаете, но плохой будет, да, джитсер. этот бой? Я думаю, что теперь будет, потому что действительно... Мне просто немножко обидно за Асланбека, что когда условно это было выгодно и Асланбеку, и Анатолию, когда оба стояли там в какой-то позиции, что Асланбек, ну, это действительно там важный спикер сейчас СНГ ММА, вице-президент лиги, и, в принципе, там человек, у которого своя есть там большая медийная ядерная аудитория, и Анатолий Сулянов, у которого есть своя большая аудитория, и там типа его называют там крестным отцом поп ММА России, но сегодня он потерял свою уже позиции. Они Анатолий. больше сейчас как будто с Камилом Гаджиевым, Асланбек Бадаев с Камилом Гаджиевым, когда больше помогают Анатолию Сулянову. Вот, и мне тоже говорю, что как-то, когда, типа, это было выгодно Асланбеку, Анатолий максимально от этого вообще уходил. А когда это стало выгодно сейчас Анатолию, чтобы как-то о Блин, себе... точно. Сейчас я только про это, Ну, так возможно, скажем. оно стало и возможным только потому, что вот так вот произошло. Просто я В Асланбеку другом ничего- случае, возможно, этого поединка никогда не было. Только в этой позиции Сулянов бы поборолся с Асланбеком. При других обстоятельствах, когда все хорошо, наверное, никогда бы и не боролся Ну, с ним. а Асланбеку, говорю, сейчас это не супер выгодно, потому что Асланбек, в принципе, так на слуху, все его любят, и... не знаю. Ну, действительно, Асланбек Бадаев, вот с тех времен, когда об этом говорили, он медийно очень сильно вырос. Ну, очень сильно не знаю. То есть он уже, да, он растет, то есть у Асланбека идет там, да, вот этот график его популярности вверх, а у Анатолия Сулянова идет сейчас вниз, там не за счет, ну, в чем-то, наверное, и за счет его там каких-то интервью не супер удачных, но, в принципе, за счет того, что у него просто тупо запретили проводить турниры. И, насколько я понял, даже сейчас, возможно, и там не то чтобы проблемы будут, а там я сегодня у Камила Гаджиева видел вот его еженедельные итоги, где он говорил, там, какие определенные трудности сейчас там есть. Там какой-то турнир, там еще не дали добро или что-то такое. Кому? Нет, я сейчас не буду ничего говорить, я могу сейчас ошибаться. Но определенные есть сейчас вопросы, потому что когда... Кому? Вот, допустим, Камил Гаджиев хочет организовать этот турнир, он обращается к букмекерам, а букмекеры там уже, когда слышат имя Анатолия Сулянова, да. и такие, блин, Ну, типа, определенно, то есть есть точно уже, да, конторы, которые не хотят его имя слышать и не хотят никак Да, взаимодействовать. да. Плюс есть Умар Кремлев, который, пока с ним как-то не уладят Анатолий свои разногласия, я думаю, что он просто скажет другим людям, типа, не, вы на такой деньги не давайте. С другой стороны, есть и Камил Гаджиев, который тоже, в принципе, очень влиятельный и очень такой медийно сильный человек. Ну, да, ждем. Что? Я это смотреть буду, кстати, по сравнению с боем Кайла Харрисон и Аманда Нунис. Я этот поединок Какой-то. посмотрю, хоть я и грэпплинг вообще смотреть, в принципе, не люблю. Ну, давай честно, да, грэпплинг мы смотрим только тогда, когда там какие-то громкие имена. Да, при этом сам бороться я люблю, но смотреть на это нет. Это тяжко очень. Плюс еще Сула хотел анонсировать турнир по грэпплингу. Я
Могу сказать только даты. АИГА у нас будет проводить турниры по грэпплингу. Они совсем недавно провели в Штатах. Это как раз-таки тот турнир, о котором говорил Камил Гаджиев, то, что он офигел. Сколько времени он занимается файтнайтом, и ни разу не смог провести в Соединенных Штатах. А Толиген Кумаров, казахи, нифига себе, в Штатах уже и не первый раз проводят турниры по грэпплингу, по версии АИГА. И вот, АИГА вернулась домой в Казахстан, и 28 и 29 июня пройдут два грандиозных турнира. Один турнир пройдет вот на трамплинах, а второй турнир пройдет во Дворце спорта имени Балан Шулаха. Ближе к этим датам за неделю, где-то примерно, у себя на страничке «Наш боец КЗ», а также на официальных страничках АИГА вы увидите все подробности, кто будут звезды мировой величины, если что имеете в виду. Так что И опять, я где, так понимаю, как, гран-при почем. будет, потому что Да, команда да. из Дагестана... И там прям на серьезные АИГА. деньги будут. Да. Очень. Мне, кстати, спрашивали, ну, не знаю, как сейчас это актуально или нет уже, спрашивали, хочу ли я комментировать турнир. Почему не помню? Ты сказал, что нет? Не, я ничего не сказал, я говорю, давайте обсудим, и что-то, да, ребят, с АИГи как-то это... Если что, я хочу прокомментировать. Забили. В целом, я говорю, тоже я сейчас поднаторел, в принципе, в терминологии грэпплинга. Я просто что, чуть боялся, я не люблю, типа, делать что-то там плохо. будет такой суперпрофессиональный, наверное, да. Ну, не знаю, да, вот я как бы не хотел, типа, лажать, потому что сейчас я уже чуть в терминологии поднабрался. Это не ММА же, где я плаваю. Какой хороший удар. Ну да, я просто говорю, вау, он ударил хай-кик, почему он не бьет коленом? Кстати, Сейчас был мы локтем, про да? грэпплинг все? Мы про грэпплинг все? Ты хочешь сказать про нашу с тобой схватку? Нет. Просто ты вначале сказал про перенос турнира All Stars, и мы об этом вообще ничего не сказали. Давайте тогда пару слов, потому что Сула больше всего про это знает. У него же твой подопечный, можно сказать. Я брал интервью у Зи Алиева. На самом деле турнир, вот как All Star, его перенесли, но вот все бойцы карда, они в этот день 6-го, они подрались. Не Они- все бойцы карты. Давай так. Почти все, кроме двух пар, это Милохина и Анурбека Балуса. Матева. Балуса. Балуса подралась. Ради этих двух пар подралась? вообще... Ради этих двух пар вообще и устраивалось. Где они Они, да. короче, Закрытый закрытый турнир они Ну, потому что они сделали. профи. То есть они по профи, короче, между собой подрались здесь. Без зрителей, да, был? Без Без зрителей. зрителей. Вот, по-моему, на трамплинах. Я, естественно, не знаю, где они А там подрались. какая-то новая площадка или что там? ABB-арена там. Нет, ABB арена не на Да, это же не на трамплине. На Там, трамплинах? как это называется, господи, Тульгин говорил. Нет, есть просто ADD, который Я там. знаю, да? я был Есть на ABB. ABB. А, Там да? же Жандарбек боксировал, но это не на точно, трамплинах. точно, да. Это не... Ну, просто где-то рядом там. Короче, саду. Вот, саду это трамплины. М. Я там еще ни разу не был, Я тоже не был. но там уже, как я понял, активно проводят турниры по боксу. Кто-то там как тоже же минимум. делал. Да-да. Кто-то проводил там. Я Ладно. посмотрел ваше интервью с Зиалиевым. Мгм. Не знаю, для меня неоднозначно, что... Ну, как-то все недовольны, да, чуть я тоже... Я увидел это обращение Ули, она сказала, что, типа, почему вы так делаете, типа, 2 дня до турнира, нам, типа, ничего не сообщили. Вот. Да, как-то не очень. Ули. Ули — это менеджер Балусы. Все, Уля. Балуса. Уля — это, я не ну, знаю. Да, ну я понял. возлюбленная Данила Донченко. Все. Бонжорно. Да, я... Уля? Ее зовут Уля? Ну, и везде написано Уля. Лужан? Да, ну, так представляете, понятно. Уля. Все. Мое почтение. Там, получается... Я так понял, просто не смогли продать турнир букмекерам. Вот и вся причина, по которой All Stars не прошел. Вы сейчас от меня что-то как... Я ничего не Нет, говорю нет, вообще. нет, Я вообще это молчу. Просто я говорю Это он. то, что услышал... Посмотрите интервью у меня Да, на вот. YouTube-канале «Наш боец КЗ». Есть большое интервью с основателем промоушена. Все-таки небольшое. А? Ну, небольшое. 20 с чем-то минут. Ну, небольшое. Ну вот. То есть у Для меня кого-то на большое, YouTube для кого-то есть, небольшое Зи интервью. Алиевым Я интервью. посмотрел. И посмотрите, там вы, возможно, найдете какие-то ответы, почему этот турнир не прошел. Вот, так скажем. Дальше комментируйте, оставляйте свое мнение, согласны или нет. Ну, и, наверное, тогда стоит с вами попрощаться. Встретимся через неделю. Постараемся тоже все самое интересное и свеженькое обсудить. Не забывайте про то, что у нас турнир в Семее совсем скоро. Бой за титул чемпиона в легком весе. Тамерлан Сарлапов против Тимура Серикулы.
по прозвищу Акула, Волк против Акулы. Кроме того, не забывайте про наши социальные сети, наш ютубчик. Вот у Сулы уже звонит телефончик, что нужно заканчивать. Наш ютуб-канал, на котором каждую неделю выходит Nice Die, выходят бои, выходит другая интересная аналитика и контент. Кроме того, наш инстаграм, где свежие анонсы и много чего тоже интересного другого. Тикток, где всякий развлекательный формат, прямые трансляции. Сайт Nice TV, на котором можно голосовать за лучшего бойца этого месяца и смотреть прямые трансляции. Ну и, конечно же, то, ради чего вы вообще запустили сегодняшний подкаст. Супер интересная, интеллектуальная, берущая за душу цитата от Сулы, наш боец KZ. Эту цитату я в первый раз услышал от нашей коллеги Виктории. Никогда не будь эгоистом. В первую очередь думай о себе.